В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лолуа. Здравствуйте. В субботу, 11 июня, на Центральном Московском ипподроме в 13-й раз состоялись скачки на приз президента Российской Федерации. Побороться за главный приз соревнований приехали и наши спортсмены. Поддержать абхазских наездников прибыла делегация из Абхазии во главе с президентом республики Раулем Хаджимба. Традиционно в этих состязаниях принимают участие скакуны чистокровной верховой породы, которые борются за победу на дистанции 2400 метров. Мероприятие приобрело международный характер благодаря участию в нем делегаций из Абхазии. А сейчас к основной теме программы. Национальная сборная Абхазии по футболу подарила всем жителям республики незабываемые минуты гордости за свою страну и свой народ. 5 июня она одержала победу в финальном матче чемпионата мира по футболу по версии КОНИФА и заняла высшую ступень пьедестала. В дни проведения турнира на футбол начали ходить даже те, кто никогда не был футбольным фанатом. Желающих посетить игры нашей сборной было в 2 раза больше, чем мог вместить стадион «Динамо». Футбольные баталии оттеснили даже новости политики. Чемпионат КОНИФА для его участников и болельщиков был больше, чем просто игра. Вся страна ликовала и отмечала победу национальной сборной. Абхазия продемонстрировала всему миру, что может принимать международные соревнования на самом высоком уровне. Своими впечатлениями о прошедшем празднике футбола с нами чуть позже поделится редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. А пока давайте вспомним ключевые события уходящей недели. Эрик Хашба с обзором. Орден Ахтзапша 3-й степени. Эту высокую государственную награду вручил президент Рауль Хаджимба тренерскому составу и игрокам национальной сборной Абхазии по футболу с формулировкой «За весомый вклад в развитие физической культуры и спорта Республики Абхазия». Глава государства еще раз поздравил спортсменов с победой на чемпионате мира по футболу. Торжественная церемония награждения членов национальной сборной Абхазии прошла в Большом зале администрации президента. Спортсмены также получили денежные вознаграждения за победу в чемпионате мира под эгидой КОНИФА. Об итогах чемпионата мира по версии КОНИФА и перспективах сборной Абхазии журналистам на пресс-конференции в мультимедийном центре «Спутник Абхазии» рассказали президент Федерации футбола Абхазии, главный тренер, капитан и игроки сборной. О том, как удалось за столь короткий срок подготовить команду и настроить ее на победу, рассказал главный тренер национальной сборной Джума Кварацхелия. Футболисты были готовы по-разному. Кто-то приехал позже, кто-то приехал раньше. И практически мы с 24 числа мы начали готовить команду. Было 5 дней у нас. И благодаря тем людям, которые и опыта футболистов, которые приехали, они не усложнили нам задачу, и огромное им спасибо. Лидеры политических партий и общественных организаций в среду 8 июня обсудили вопросы реформы избирательной системы и системы политического устройства. Они высказались за 2 смешанные системы – мажоритарно-пропорциональную для избирательной системы и парламентско-президентскую для политического устройства. Организаторами встречи выступили политическая партия «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие» и республиканская общественная организация «Справедливая Абхазия». По итогам обсуждения участники приняли резолюцию, в которой обозначили, что в стране назрела необходимость реформирования избирательной системы и реорганизации форм государственного управления. Президент Рауль Хаджимба на выездной встрече с жителями села Яштуха Сухумского района сообщил, что в самое ближайшее время проблемы с водоснабжением в селе будут решены. В селе нет воды все послевоенные годы. На финансирование разводящих сетей из российской инвестиционной программы будет выделено около 23 миллионов рублей. Работы должны начаться в конце июня и завершиться в течение 2 месяцев. Генеральной прокуратурой Абхазии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту умышленного убийства ученицы 3 класса Гумистинской средней школы Виржиния Сурменелян. Труп девочки с признаками насильственной смерти был обнаружен 2 декабря 2013 года в заброшенном доме в селе Гумиста Сухумского района. По данному делу суду переданы Михаил Буряк и Амбарсум Кешишян. Представители программы развития ООН передали абхазским специалистам аппарат для опрыскивания самшитовых насаждений. Техника приобретена благодаря финансовой поддержке Германии и программе развития ООН. Аппарат выпрыскивает препарат димелин на расстояние 50 метров в длину и 25 метров в высоту. Экологи Абхазии уже год борются с самшитовой огневкой с применением спецтехники и авиации, однако эффективных результатов добиться пока не удалось.
Огневка стремительно продвигается в горы, по ущельям. В некоторых местах также мы видим, катастрофическое состояние самшитовых насаждений. Поэтому нам необходимо принять срочные меры для продолжения борьбы и сохранения тех участков, которые еще остаются зелеными. В Сухуми прошла первая отчетная конференция благотворительной общественной организации «Кераз». Основная цель организации, учрежденной в 2015 году, защищать права социально незащищенных граждан Абхазии и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В базе данных «Кераз» 212 нуждающихся семей, проживающих в Ачимчирском районе. 30% из них семьи ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. При офисе «Кераза» организован постоянный пункт приема и распределения одежды и предметов первой необходимости. За год работы «Кераз» помощь получили около 200 семей. На этой неделе начал свою работу Общественный экспертный совет при Министерстве экономики. В его состав входят как сотрудники Министерства экономики, так и представители общественности и различных бизнес-структур. Основная цель – содействие выработке и реализации государственной экономической политики, а также совершенствование нормативного правового регулирования в сфере экономики. Совет будет обеспечивать связь бизнеса с государством. В течение 3 дней совместная абхазо-российская группа проводила демонтаж воздушной трассы, которая была повреждена во время Отечественной войны. Специалисты разобрали около 1000 метров подвесной дороги. Вместе с сотрудниками МЧС Абхазии работы вели 7 специалистов из московского подразделения Союза спасателей России. Поврежденная канатная дорога в Скворчале представляла реальную опасность для жителей близлежащих домов. Абхазских и российских спасателей принял президент Рауль Хаджимба и поблагодарил за проделанную работу. В пятницу в Сухуми прошел съезд республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии». Главная его тема – предстоящий референдум о доверии президенту. Выступившие, проанализировав социально-экономическое положение в стране, сошлись во мнении, что веских оснований для проведения досрочных выборов президента нет, и призвали общество не участвовать во всенародном плебисците. Напомним, гражданам республики предложено ответить на вопрос: считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия? Это все, чем запомнилась уходящая неделя. А сейчас поговорим о спортивном празднике, которым жила республика почти 2 недели. Гость нашей студии сегодня – редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Здравствуйте, Инал. Здравствуйте. Футбольная эйфория в связи с проведением чемпионата мира по футболу по версии КОНИФА и победа нашей сборной на этом чемпионате относительно спала. Я бы хотела поговорить не только об игре нашей сборной, но и о той атмосфере, в которой проходил спортивный праздник. Когда на вашей памяти в последний раз народ был настолько консолидирован, настолько ликовал? Оказывается, нас объединил футбол? Я сейчас скажу, наверное, такую вещь, с которой, наверное, все согласятся. Никто вообще абсолютно не ожидал, что такого ажиотажа вокруг КОНИФА. И я думаю, даже когда президент Рауль Хаджимба там дал согласие на то, чтобы здесь этот чемпионат был проведен, он, наверное, после этого еще раз 20 пожалел, потому что это действительно обременительное занятие и по финансам, и по организации. И здесь в силу внутренних политических всяких дрязг, проблем, это действительно обременительное было, но я думаю, когда уже все это началось, то все уже поняли, что, собственно говоря, народ чего жаждет. Народ, наверное, который устал от всех этих делений на своих, на чужих и так далее, он хочет, наверное, радости какой-то общей, каких-то побед хочет. И здесь, поэтому неудивительно, что на этот футбол валом пришли люди, которые до недавнего времени футбол абсолютно был безразличен. То есть они его никогда не смотрели и даже не имели представления вообще, как эта игра играется, какие правила, хотя бы общие. И это была такая радость, наверное. С чем сравнима такая радость? Такой радости... Я не знаю, 2008 год говорят, но так, чтобы в одном месте концентрировано такое огромное количество людей на одном пятачке было, такого не было, наверное, кажется, в истории, современной истории Абхазии. И, хотя футбол, именно как футбольная такая радость,
Это было все-таки там в 89 году, когда наша Сухумская «Динамо» выходила там в первую лигу, переходные матчи были, тогда вот на республиканском стадионе примерно столько же народу собралось, и там наша команда играла там с Целинником, Целиноград, Нефтяником, Ферганой, и вот эти матчи все прекрасно помнят. Тогда еще единая команда была, когда были и абхазы, и грузины, вообще как бы такого деления не было, но уже после этого через несколько месяцев фактически команда распалась, и вот остались мы одни, то есть грузины ушли, создали свою команду, абхазы свою, остались там, в команде. Но это вот такой чисто футбольный такой праздник, по большому счету, был. А здесь Но как для бы... нас здесь оказалось это больше, чем футбол. Да, это больше был, чем футбол. Это, наверное, вот как бы гордость. Но хочется вот, чтобы страна одерживала какие-то победы. Последние годы у нас вот такой радости не было. То есть вот гордости такой за свою страну, за какие-то достижения абсолютно не было. Мы как-то погрязли в какой-то бытовухе и политики и так далее. Мало, наверное, кто знает, наш капитан команды, да, там Андрей Хагуш, да, то есть я как знаю, ему противопоказано играть на искусственном поле, да, то есть и там в чемпионате, там в российском первенстве, где он там выступает, старается как бы его не выпускать. Потому что травма, и потом игроков выбивает надолго. Но здесь как бы его позвали, и он приехал и отыграл все матчи там от начала до конца, без замен. Никто и не спрашивал, сколько там мне заплатят, какие премиальные будут, да, или еще что-то, или будут вообще они. То есть никто не спрашивал. Для них это была честь играть за свою родину, и все вот это как-то почувствовали. Это вот очень много чего объединяет людей, когда хочется вообще не думать ни о чем, да, и ни о деньгах, ни о том, какая погода завтра будет, и что нам ждать там от завтрашнего дня, послезавтрашнего. Мы хотим вот сегодня. Вспомню, что именно в разгар чемпионата президент объявил о том, что он согласен на проведение референдума, но эта тема утонула в спортивных новостях. Я думаю, это действительно было как-то абсолютно незамеченными. Я вот на этом стадионе даже ощущал, когда люди вообще, которые там еще совсем недавно делились там по всяким политическим группировкам, да, то есть со своими картинками там в голове политических портретов и так далее, и на других как-то косо смотрели, потому что они там не поклоняются такому-то политику или другому. А здесь вообще никто ничего не спрашивал. Поговорим о самой игре. Вот эта команда национальной сборной Пенджаба, она представляла самый большой 30-миллионный регион, да? Индийский штат Пенджаб. Вы думали, что именно эта команда станет серьезным соперником для нашей национальной сборной в начале? В реальности мы как бы и не знали силу команды. Я не думаю, что кто-то мог изначально сказать, кто фаворит и так далее. Это там не сборная Франции, сборная Италии, не Германия приезжала на этот турнир. И мы должны себе отдавать отчет все-таки. Здесь были команды, которые абсолютно о которых мало вообще известно или вообще ничего не известно. Да, то есть в силу определенных там политических ограничений и так далее, которые существуют в мире, эти сборные мы практически никогда не видели. И все темные лошадки были. И только уже там после первых там игр уже было видно, понятно там, кто в принципе на что гораст. И сборная Пенджаба, она действительно хорошо выглядела, но надо сказать, что все ее игроки выступают в Англии. Они участвуют, там, играют за различные английские клубы, правда, низших дивизионов, но тем не менее, даже в низших дивизионах английских я довольно часто бывал в Англии, и там бывал даже на матчах, и там очень такой приличный уровень, и можно было видеть, как, допустим, центральный нападающий Парваль, который всем понравился, который забил в Западной Армении 3 мяча, в реальности он там играет там в 7-м дивизионе английском. То есть это вот такой, там в Англии очень много дивизионов, но вот это 7-й по счету дивизион. Но если исходить вообще говорить об уровне футбола, лучших команд на этом турнире, то он как бы сопоставим, ну, по моему мнению,
там с российской лигой ФНЛ. Это вот вторая по счету. Вот есть премьер-лига и вот дальше. Раньше это она называлась первой лигой, а сейчас ФНЛ называется, футбольная национальная лига, она называется. Вот она, наверное, вот уровень вот этих ведущих сборных, он, наверное, вот по классу, он сопоставим вот с этой лигой. Давайте о финальной игре поговорим. Абхазы весь первый тайм играли на половине поля соперника, задали хороший тон и лидировали, заметно лидировали. Но были неточны, да, в попадании. В итоге они пропустили один мяч, но сравняли счет только за 3 минуты до окончания матча. Что в итоге помогло выиграть? Да, они пропустили 2 мяча в серии пенальти, 11-метровых пенальти. Как получилось выиграть? Это везение, удача, либо это результат упорного труда? Ну, исходя из того, что сам чемпионат проходил в очень сжатые сроки, и за неделю командам пришлось играть там те, которые, по 5 игр, это очень как бы утомительное занятие, потому что обычно там играют 2 игры в неделю. Это вот такой плотный график называется. А чтобы играли 5 игр от звонка до звонка, то это действительно сумасшедший график. Тем более накануне у них был сложный матч. Да, и я изначально как бы предполагал, что до победы победит в чемпионате та команда, вот из тех вот этих лидеров, которые там 5-6 команд, которые более-менее равны по классу, победит именно та, которая сохранит больше всех сил, сможет как бы умело, тренеры смогут умело ротировать состав. И конечно же, здесь очень важно, там 2 компонента, это сила воли, и, конечно же, везение, без которого, опять же, никуда. И сама драматургия матча, она показала, что вот как раз без всего этого комплекта на победу рассчитывать было сложно. Силы, конечно, они уходили, но вот и у индийцев тоже уходили, уже в конце тоже они уставали. Но при этом наши вот там уже как бы вот эта воля, да, вот собрать все силы, вроде бы ничего не получается в атаке и так далее, но вот за 3 минуты сравнять счет, это нужна быть очень такая сильная воля. Ну и пенальти, это, конечно, это всегда лотерея, да, но при этом надо отметить, конечно, нашего вратаря Алексея Бондаренко, который абсолютно не дрогнул. Обычно вот такие истории, они там, можно увидеть там в голливудских фильмах про спорт. Ну вот, бывает и в жизни такое, когда вроде бы уже там пенджабцам нужно было забить 1 пенальти из 2, и они уже чемпионы. Но вот Алексей Бондаренко и, наверное, вот кто-то сверху там, который все время пытается нас как-то контролировать, абхазов, он как-то все-таки решил, что именно так должен закончиться чемпионат. Как кто-то сказал, Абхазия в этот момент превратилась в большой молельный дом. Он же не пропустил ни один мяч за весь чемпионат, кроме финального мяча. Финале. Скажите, вот мне интересно, как тренер подбирает команду? Как угадывать, что именно этот игрок составит единое целое команды? У других тренеров сборной, которые там в FIFA играют, чьи игроки там выступают в различных чемпионатах, когда у тебя там все понятно с расписанием международных игр твоей сборной, когда все ясно, и тренеры имеют возможность там так или иначе наблюдать за своими игроками в течение там сезона, да, то есть ездить на игры, видеть, как они выглядят. А наша сборная, в принципе, вот у тренерского штаба, я просто уверен в этом, просто и не было и времени, и не силы, и даже они как бы и не знали гипотетически, кто может приехать, потому что там не все, у каких-то клубов чемпионат, может быть, только-только закончился, у некоторых еще продолжали игры, там всякие стыковые и так далее, и как бы при этом игру вживую вот тех игроков, которые, допустим, за пределами Абхазии выступают, наверное, как бы не удавалось видеть. То есть фактически тренеры рисковали и брали темных лошадок, но при этом вот те 10 дней, что были на сборы, там для кого-то 10 дней, для кого-то 2 недели, да, вот они все-таки смогли функционально подготовить команду. Честь им и хвала за это, и увидели там тех игроков, которые могут действительно выйти за основу, кто там ближайший резерв,
там ротировать состав. Там всего несколько игроков, в общем-то, отыграли там от начала до конца там весь турнир без замен. Там 3-4 игрока, кажется. Хагуш, потом Анрик, Хагба и Бондаренко. Кажется, если мне память не изменяет, все. Все остальные так или иначе игроков пытались менять, пытались сохранить силы, вводить там новых игроков. Это видно было, и это тоже надо уметь. Это делать, вовремя заметить, не только заметить, но и принять волевое решение, да, чтобы игрока все-таки поменять. Может, он там в первых матчах хорошо выглядел, но потом дальше у него же силы ушли, но вот как бы бывает уже авторитет накопился у игрока, и ему сложно сказать, да, мы тебя меняем. Вот мы помним, в субботу, да, игра с Северным Кипром, был заменен Куртава на другого игрока. Ну да, явно видно было, что у него все-таки уже вот последние матчи, у него как бы силенок, видимо, мало осталось, и брака много пошло, и сами тренеры, видимо, правильно посчитали, что надо поменять. И Шоня появился в составе. И, кстати говоря, мы как бы уже на глазах увидели, что тренеры как бы не ошиблись с этим выбором. То есть лучше тренеров, по большому счету, о том, что творится в команде, как выглядят игроки на эту минуту, лучше них никто не знает. И приятно, что теперь вот этих людей как бы знает как бы вся страна. У нас появились новые да, герои. И я надеюсь, что уже после чемпионата хотя бы какой-то там процент, может быть, 10-я часть даже, если приходила бы на стадион из тех, которые вот ходили эти дни на футбол, новых болельщиков появилось бы, это было бы просто замечательно. Ну, теперь могут ходить на Бондаренко или на Хагуша. Да. Или так что на Бондаренко очень долго играл, и несколько раз, несколько сезонов там признавался лучшим вратарем чемпионата. То есть о том, что он классный вратарь, стало известно не только когда этот чемпионат проводился, он был очень квалифицированным голкипером все эти годы, но вот просто наступил его час X, когда вся страна, не только вся страна узнала о том, какой хороший вратарь есть в футбольном клубе «Гагра». Инал, давайте поговорим об организации чемпионата. Как прошел чемпионат? Все-таки это для Абхазии был первый опыт для приема такого большого количества иностранных гостей и проведения турнира такого уровня. Нужно было за очень короткий период подготовить церемонию открытия и закрытия, написать гимн, подготовить прямые трансляции. Вы на этом чемпионате работали комментатором, спортивным комментатором. Это ваш первый опыт? Ну, вот так, чтобы напрямую комментировать именно матч, да, это первый мой опыт был. Ну и как? Расскажите о своих впечатлениях. Ну, вначале, конечно, было сложновато, тем более это можно как бы с листа комментировать команды, которые там ты видишь, наверное, там раз в неделю, да, там Барселона, Реал, Бавария, там, я не знаю, Арсенал, Челси, все что угодно, но когда ты никогда в жизни не видел там, да, футболистов Пенджаба там, или, я не знаю, там Реции, и тем более не знаешь них по фамилии, вообще каких-то данных о них нет. И даже нет истории у этих сборных, да, то есть у них очень короткая история. Скудная информация. Да, скудная информация, да, и, к сожалению, там в начале еще были некоторые определенные сбои там с протоколами и так далее, с заявками, то есть, ну, слава богу, все это мы в итоге уже как бы упорядочили это действие, но было действительно как бы не просто комментировать, но я был рад, что такое событие мне довелось, мне доверили комментировать. Инал, я бы хотела, чтобы вы рассказали об одном матче, который вы комментировали. Я слышала, что у вас не было точного списка игроков. Расскажите, как вы выкрутились в этой ситуации? Это вот как бы первый матч был, это, наверное, такие секреты, за которые, может быть, и иногда неудобно, да, но всегда нужно выкручиваться, да, эта игра проходила в Гагре, а гагрский матч тогда мы не могли прямо в Гагре, технические условия не позволяли комментировать, и приходилось здесь, в студии телевидения, комментировать. И у нас не было просто, не получилось получить вот эти составы команд, которые выходят на игру. Мы имели
там как бы заявку футболистов, заявку это общая заявка, где там записаны имена 25 игроков в каждой команде, но при этом они не пронумерованы. То есть я говорю, это не Барселона, не Реал, не Бавария, чтобы игроков вот так как бы по походке узнавать. Не то, что по походке, но здесь ни по номерам не знаешь никого, ни в лицо никого. И, естественно, вот, ну как-то, и когда тебя будет слушать зрителю по большому счету все равно. Да? И, ну, пришлось вот как-то выкручиваться. В итоге я сам для себя определил, из этих 25 игроков, там 11 по 11 из каждой команде, да, и пронумеровал их, и согласно тому, что я увидел на поле. И вот, ну, пришлось вот таким образом выкручиваться, но, к сожалению, ну, другого варианта просто не было. Что касается организации, действительно, ну, у нас, ну, нет этого опыта, не было этого опыта, и слава богу, что мы вот так этот чемпионат провели, да, что все довольны. Все довольны, и довольны не только мы довольны, довольны люди, которые там вот из Конифа, да, то есть это такой ажиотаж приобрел в мире этот чемпионат, когда вот 2 года назад первый чемпионат был Конифа в Швеции, проходил вот ребята, которые играли за нашу сборную, тогда ездили, они говорят, вообще там не было ни открытия, ни закрытия, игры при пустых трибунах. То есть такой обычный, такой непонятный какой-то турнирчик, да. И, возможно, он даже... мы придали массовости этому турниру, значимость. Мы придали этому турниру огромное внимание. И я думаю, если бы вот сейчас этот турнир опять уже был бы проведен не в Абхазии, а где-то опять где-нибудь в Финляндии, я не знаю, там, Норвегии или где-нибудь опять при пустых трибунах, и я думаю, этот турнир... вот этот чемпионат мира под эгидой Конифа, он долго не протянул бы. Мои такие ощущения, потому что в истории было еще несколько подобных проектов, где играли там сборные, которые не входят в ФИФА, но они как-то быстренько заканчивались, потому что не было вот этого зрительского интереса. И сейчас, вот, видимо, все-таки сама Конифа, руководство Конифа, оно как-то проанализировала и вычислила этот алгоритм, каков может быть этот алгоритм интереса, и вот привезла действительно этот чемпионат в Абхазию, договорилась с нами, что мы его проведем, и надо просто заметить, когда там про тебя пишут там Financial Times, Guardian, Christian Science Monitors, Washington Post. Да, кстати, вы анализировали публикации иностранных? Да, я анализировал, и мы, конечно, народ очень критичный, но и мы хотим, конечно, чтобы тот же, я не знаю, Guardian или там Christian Science Monitors писал, как будто бы это пишет там Республика Абхазия или Чегемская правда, да? Но как бы это все-таки вот, если вот такие очень солидные, очень такие влиятельные газеты на тебя внимание не обращают, это уже как бы огромный плюс. Да, как бы там, может быть, с каким-то... Да, они там будут называть сепаратистами и так далее. Отколовшийся регион. Да, отколовшийся, да. Но в реальности мы действительно как бы ушли, порвали все эти узы с Грузией. Просто, может быть, эта терминология нам режет ухо, но, тем не менее, это тоже пиар. И положительный пиар. Премьер-министр Абхазии Артур Микваби обратился к письмом к президенту Международной федерации футбола Джанну Инфантино с просьбой принять в ряды престижной футбольной ассоциации национальную команду Абхазии. Если Косово можно, то почему нам нельзя? Какие вообще прогнозы у вас? Хоть и говорят, что футбол, как и весь спорт, вне политики, но тем не менее это уже как бы весь 20 век. Все эти спортивные соревнования, еще даже при жизни Пьера де Кубертена, когда вот это олимпийское движение, оно как бы говорило о том, что оно без политики, но тем не менее оно сильно политизировалось, да, и все эти олимпиады, там, допустим, 1936 года, когда там в Берлине проходил, и Гитлер так очень масштабно проводил, и это было понятно, что это вот политика такая. И сейчас, в общем-то, ситуация не поменялась, и то, что Косово, у которой, в принципе, такой же статус, да, ее намного, конечно, больше государств признало, чем Абхазию, но, тем не менее, она не входит
в ООН, да, эта страна не представлена в ООН, но ее, тем не менее, там приняли сперва. Палестина и Тайвань тоже. Да, играют. ее сперва приняли в УЕФА, и потом в ФИФА уже, соответственно. И сейчас у нас как бы есть, конечно же... Малюсенький да, шанс, надежда. Да, но мы должны в этом плане шевелиться. Понимаете, вот как бы мы ни говорили здесь, сидя там, вот Косово-то, почему Косово можно, а почему Абхазии нет, это мы себя друг друга можем успокаивать. А это надо говорить не мне, там, своему соседу, да, об этом надо говорить, там, чтобы мы постоянно этот вопрос будировали на любых уровнях. Этим должны заниматься не только там федерация футбола, там, Госкомспорт. Этим должны заниматься МИД, этим должно заниматься правительство. Даже президент может там замолвить слово, там, я не знаю, там, может быть, министру Мутко Российской Федерации, министру спорта. В конце концов, у нас есть договор с той же Россией о союзнических партнерских отношениях. И я думаю, если Россия вот в этих институтах широко представленная, там, не только это касается там ФИФА, да, там, это других различных спортивных международных организаций, она могла бы там, допустим, лоббировать факт вступления, там, принятия Абхазии в членство вот в эти организации. Я думаю, что после чемпионата и такой феерической победы отношение к футболу будет совершенно иным. И слава богу, что премьер-министр Артур Микваби, он вот написал это письмо. Я надеюсь вообще, что без разницы, кто будет у нас в Абхазии, власть, там, без всяких персон, я говорю, и там всяких политических пристрастий, но кто бы ни был, он должен понять, он, наверное, увидел вообще, вот вся наша политическая элита, наверное, увидела, что может дать футбол, там, и не только футбол, и любой спорт, за которым есть масса болельщиков, да, это, и здесь даже не надо быть болельщиком. Здесь ты понимаешь, что это спорт, это всегда очень позитивно. Это не только здоровье нации, но это здоровые эмоции. У нас футбол после вот такого вот вдруг... Такого эмоционального подъема, да, если не будет продолжения, то он действительно, я боюсь, что он умрет. Ну, то есть вот будет влачить жалкое существование. Потому что в реальности те, которые сегодня занимаются абхазским футболом, им это действительно альтруисты. Я, когда там, допустим, тот же Руслан Аджинджал, который очень блестящую карьеру имел там, 20 лет в футболе, даже больше, он 17 лет играл, да, в 40 бутсы на гвоздь повесил, да, вот блестящая у него карьера была, да, вот, очень авторитетный футболист в российском футболе, один из таких действительно знаковых футболистов был, и вот сюда он все бросил, да, он мог спокойно, там, допустим, тот же его брат Беслан Аджинджал мог бы там устроить свою жизнь, и все у него, я вам скажу, было бы как бы, может быть так, жаргонно звучит, кучеряво все было бы. Но он все приехал сюда, да, и бросил, и ничего не зарабатывает, кроме того, что тратит, да. Потому что он любит свой, он знает, что футбол ему дал, и знает, что ему Родина дала. И он пытается, вот, как порядочный человек, вот этот очаг восстановить, да, чтобы новые люди, новые дети росли, новые футболисты. Чтобы мы видели колоссальный интерес ребят, детей к футболу, к этому чемпионату, как они переживали, болели, сидя на трибунах. Ну да, вот обычно вот с такого возраста и начинается вот первая любовь к футболу. Футбол — это всегда позитивно, и это всегда объединяет народ и физически, и эмоционально, и морально, это все, что хотите. И я думаю, что сейчас даже при том, что там были действительно серьезные деньги потрачены, я думаю, наверное, ну, по крайней мере, язык не повернется, да, вот сейчас сказать, вот. А зачем? Итак, праздник состоялся. Состоялся вопреки тем международным, тем политикам, которые привыкли делить нации, народы на сорта и категории. Вспоминаю комментарий администрации президента, там говорится о том, что
В данном случае миссия КОНИФА была гуманистическая. Я вот с этим абсолютно согласна. Давайте пожелаем нашим спортсменам еще других побед, таких же феерических, не только в футболе побед, но и в других видах спорта. Эти победы обязательно будут. И у нас, тем более, очень талантливые дети. И я бы хотел, чтобы люди и власти обращали внимание на спорт не по остаточному принципу. И чтобы мы, болельщики, болели, переживали, и детей водили, отдавали в эти секции. И вот когда у нас вот будет действительно отношение к спорту такое, которое... Там, допустим, в обычной, нормальной, там, условно, там, средней европейской стране мы действительно об Абхазии будут очень часто слушать, да, в положительном контексте. Инал, спасибо, что пришли в студию и поделились своими впечатлениями о чемпионате. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Уважаемые телезрители, я напоминаю, в студии был редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Мы продолжаем выпуск. Премьер-министр Абхазии Артур Миквабия совершил рабочую поездку в село Кутол Ачимчирского района. Глава правительства осмотрел сельскую школу и пообещал заложить в бюджете следующего года статью на ее капитальный ремонт, а также профинансировать строительство детского сада. Артур Миквабия посетил Кутолскую чайную фабрику и пообщался с ее руководством. В этот день премьер ознакомился с ходом берегоукрепительных работ, которые ведутся на реке Дгамщ. В период сильных паводков река выходит из берегов и затапливает сельхозугодия. Все подробности поездки Артура Миквабия в репортаже Ринаты Шакая. Премьер-министр Артур Миквабия совершил рабочую поездку в Ачимчирский район. Главу правительства сопровождал глава администрации Ачимчирского района Хрыбс Джопу. Артур Миквабия посетил Кутольскую школу, которая нуждается в капитальном ремонте. Местные власти планируют реконструировать 4-этажное здание, совместив в нем школу, детский сад. Премьер-министр заверил, что после утверждения проектно-сметной документации будут приглашены специалисты, и уже в следующем году в школе начнут ремонтно-восстановительные работы. Артур Миквабия ознакомился с ходом восстановительных работ на берегу реки Дгамщ, где в результате разлива реки образовалась опасность подтопления жилых домов. Все проблемы из-за того, что очень много материала, русло реки поменялось и стало бить прямо в берегоукрепительное сооружение, балластную дамбу, и пробило ее. Сейчас мы что сделали? Мы перекинули русло реки, урегулировали и восстанавливаем первый участок поврежденного сооружения. Дальше поднимемся выше, и там еще есть 2 участка. И те же самые работы, это самое элементарное. Посетив чайную фабрику в селе Кутол, премьер-министр отметил, что сегодня у нас есть возможность выйти на российский рынок, и мы должны этим воспользоваться. Правительство уделяет особое внимание восстановлению большей части чайных плантаций. Хочу вам сказать, что мы обязательно через год примерно вернемся к реконструкции этого предприятия, чтобы она стала еще современнее, чтобы мы смогли здесь организовать. Сейчас мы тоже выпускаем неплохую продукцию, но вот у стандартов высоких, ну, назовем условно европейскими, да, чтобы мы могли конкурировать на самом высоком уровне. В советское время в Абхазии производилось до 100 тысяч тонн чайного листа. На данный момент чайные плантации занимают площадь около 300 гектаров. Планируется довести площадь чайных насаждений до 500 гектаров. Рената Шакая, Стамир Гужба, Абхазское телевидение. Родные разыскивают жителя города Новороссийска Дениса Синчаковского, 1990 года рождения. Он пропал 14 августа 2014 года в городе Новороссийск. Последний раз его, предположительно, видели в городе Сухум прошлым летом. Кто обладает хоть какой-либо информацией о местонахождении Дениса Синчаковского, просьба звонить по телефону 713 56 74 или 8 918 668 51 54. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели нас. До свидания.